О поддержке ветеранов спецоперации и развития спорта и не только поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, гость нашей студии Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра правительства, министр спорта Республики Башкортостан. Руслан Тагирович, здравствуйте. Очень рада, что вы уделили нам время и дошли до нашей студии. Начнем вот с чего. В России 2025 год объявлен годом защитника Отечества, а в Республике Башкортостан объявлен годом поддержки участников специальной военной операции и их семей. Всего действуют поддержки 54 меры поддержки в регионе. Так ли это? Поправьте, если не так, и что в планах дальше? Во-первых, здравствуйте. На самом деле очень ключевой год для нашей страны, для нашей республики. Мне еще раз хочется отметить, что Ради Фаритович нам на совещаниях и на встречах всегда говорит: необходимо каждый рабочий день членам правительства, нашим подведомственным учреждениям, безусловно, начинать с темы СВО и рабочий день завершать, подводя итоги, что на сегодняшний день произошло. А сегодня мы фактически подводим итоги года. Я хочу сказать, что вот мы сегодня буквально провели очередное такое итоговое заседание межведомственной комиссии при главе Республики Башкортостан. Очень четко еще раз посмотрели, что у нас получилось и какие задачи у нас стоят на следующий год. Ну и, конечно же, наградили, поблагодарили ряд сотрудников, государственных служащих, общественные ветеранские организации. Почему? Потому что, да, только региональных мер поддержки у нас 54, но в целом в республике их 99, потому что у нас есть федеральные меры поддержки, региональные меры поддержки, муниципальные меры поддержки, и в том числе ряд даже крупных каких-то учреждений оказывают также помощь. Что здесь основное? Безусловно, для наших ребят, которые возвращаются с СВО, это прежде всего основная первая задача – это оформление необходимого комплекта документов. И здесь, конечно, первыми помощниками становятся социальные координаторы нашего филиала Госфонда «Защитники Отечества». И далее мы уже решаем те вопросы, которые возникают у каждого нашего ветерана, в зависимости от ситуации. Что это? Конечно же, безусловно, вопрос трудоустройства. Раз. Второй вопрос. Это, конечно же, безусловно, вопрос диспансеризации. То есть мы должны знать, какое у нас на сегодняшний день состояние здоровья нашего ветерана, да, и что необходимо сделать для того, чтобы оказать медицинскую какую помощь. Ну и, конечно, вот третье, это очень большой блок психологической помощи, который на сегодняшний день необходим как участникам СВО, так и членам их семей. И, конечно же, особое здесь внимание необходимо обратить на юридическое сопровождение, потому что очень много вопросов возникает. Это касается прежде всего оформления и статуса, да, и в том числе, еще раз хочу сказать, и поддержки членов наших уважаемых ветеранов, членов семей наших ветеранов. И здесь, безусловно, вот в рамках года именно поддержки участников СВО проведена на самом деле колоссальная работа, и что важно, эта работа, безусловно, проводится как на уровне региона, у нас вот такая трехуровневая система, да, так на уровне органов исполнительной власти и, безусловно, на местах муниципалитетах. Работа на самом деле очень такая глобальная и, знаете, она очень индивидуальная. Каждому подход отдельный. Такая системная работа. Здорово. Вот расскажите еще вот о чем. То есть мы эту тему не заканчиваем, продолжаем. В Уфе прошел Всероссийский семинар совещания для руководителей филиалов Фонда «Защитники Отечества», даже открылся новый. Насколько важны эти события для Башкортостана? Для чего это все? Для чего нужны? Почему они открываются? Раз в год наш Госфонд «Защитники Отечества» проводит итоговый семинар совещания всероссийский в одном из регионов. И в этом году мы встречали наших коллег со всех регионов нашей страны. Большое количество приехало федеральных наших спикеров, модераторы очень мощнейшие, да, и нам удалось, во-первых, и показать ту работу, которая на сегодняшний день в республике проводится, а Республику Башкортостан отмечают лидерами по ряду направлений в этой деятельности. И, конечно же, безусловно, наша республика, она интересна тем, что, во-первых, многонациональная, во-вторых, очень большая как по территории, так и по населению. Да. В-третьих, еще раз хочу сказать, что огромное количество наших ребят сегодня на передовой, защищают нашу родину. Да.
Вот. И, конечно же, как выстраивается работа как межведомственной комиссии при главе республики, так и как работа выстраивается на местах, было интересно узнать нашим почетным гостям и коллегам с других регионов. Хочется отметить, что в рамках этого большого всероссийского семинара была очень интересная содержательная работа, и здесь мне хочется поблагодарить прежде всего и руководство фонда, Госфонда «Защитники Отечества», как за доверие. А отзывы очень хорошие, говорят, что мы, как всегда, на высоком уровне провели этот большой, ну, назовем его даже, можно сказать, съезд, да, социальных координаторов. Также, конечно, безусловно, еще раз мне хочется отметить то, что нам удалось и поучиться и у других наших коллег, потому что это была очень большая содержательная работа в рамках мозговых штурмов. Да, мы открыли очередной, ну скажем так, помещение для нашего Госфонда, филиала Госфонда, 700 квадратных метров, полностью оборудовано по последнему слову техники, да, очень удобно, уютное, доступное прежде всего. Да. Но и нам в рамках вот всероссийского семинара с нашими коллегами мы завершили год поддержки участников СВО. Еще раз глава республики наградил лучших, в том числе муниципалитеты были награждены, 7 лучших муниципальных образований нашей республики. И что очень важно, еще раз, мы поставили для себя задачи на следующий год. А задача все-таки у нас одна, безусловно, да? Максимально создать условия для наших семей, участников СВО, максимально создать условия для наших ветеранов, чтобы наши ветераны чувствовали и поддержку, и внимание, и вот такое большое уважение. Потому что самое главное, безусловно, о чем мы говорим, и об этом говорит же Конституция нашей страны, да, защита Отечества есть священный долг каждого гражданина. И сегодня этот священный долг выполняют тысячи наших ребят, выполняют очень достойно. Мы со своей стороны тыл здесь, да, и, конечно, мы здесь должны работать на нашу общую задачу, а задача у нас одна – это победа. Столько слушаю, и очень здорово, что у вас удалось как-то гостям семинара перенять опыт работы, и вам, может быть, у них тоже. Ну, много и долго, много лет вы работали здесь министром спорта, сначала там молодежной политики, потом просто спорта, и вот меньше года, да, практически год, как вы стали 29 декабря прошлого года. Зам премьер-министра правительства. Совершенно другой спектр работ, точнее он тот же, но еще более обширный. Как удалось быстро влиться и немного вот узнать и другие темы? Прежде всего, я, конечно, хочу поблагодарить за доверие, высокое доверие Ради Фаритовича, за то решение, которое он принял почти год назад, да. И я хочу сказать, что вот наш министр спорта Михаил Владимирович очень так по-хорошему эмоционально на это среагировал и везде в пример приводит, говорит, вот Башкортостан, да, вот внимание, да, зампремьер-министра, он же министр спорта. И хочу сказать, вот уже в 3-4 регионах, значит, последовали нашему примеру. Ну, мы же во многом республика первых, да, и вот такая тоже инициатива на сегодняшний день, она оказалась востребованной в нашей стране. Ну, а в целом я, конечно, хочу сказать, что, безусловно, вот этот вот блок семьи, материнства, детства, социальной защиты, социальной поддержки, Межведомственная комиссия по поддержке участников СВО, конечно, он очень огромен, да, с одной стороны, но с другой стороны, ведь этими направлениями сегодня занимается вся страна, вся республика, все правительство, каждый занимается, да, вот. И еще раз хочу сказать, что многое, что сделано, ну, конечно, предстоит еще больше. А есть еще одна тема, которую обязательно нужно затронуть, уже касается она действительно спорта, но в 2025-м Башкортостан в очередной раз признали лучшим в России регионом. Но благодаря чему и какова вовлеченность наших жителей в занятия физической культурой и спортом? Юлия, да, на самом деле для меня большая честь. Это определенный итог нашей работы, по крайней мере, вот этой пятилетки. Я хочу напомнить, что в 2019 году мы были признаны лучшим спортивным регионом нашей страны, да. В прошлом году мы вошли в тройку лучших субъектов, да, там очень серьезная была конкуренция, вот. И в этом году очень, скажем так, профессиональное экспертное жюри
принимало решение Министерство спорта Российской Федерации, такое решение принимало Министерство само спорта, и в том числе вообще российские наши спортивные федерации. Это высокая на самом деле оценка, это высокое доверие. Как так получилось, что мы стали здесь первыми? Это комплексная, конечно, оценка, безусловно. И мне хотелось бы отметить, конечно, здесь и огромную роль, которую сыграло проведение большого международного форума «Россия. Спортивная держава». Еще раз хочу напомнить, более 5000 гостей, более 30 зарубежных стран, да, огромное количество запущенных объектов нашим президентом. Мне хочется сказать, что до сих пор, когда мы проводим какие-то большие события во Дворце борьбы, там, где была пленарная часть, мы чувствуем дух еще форума международного, да, и, возможно, он всегда там будет. То, что здесь был наш президент, и он запускал, в том числе, ряд наших объектов. Конечно, хочется отметить, что те инновации, те вот проекты, которые запущены, прежде всего по инициативе Ради Фаритовича, да, и сельский тренер, и городской тренер, да, и вот поддержка наших ветеранов, и поддержка наших паралимпийцев и олимпийцев, да, которые завоевали для нашей страны медали, и социальное воздействие, и социальный заказ. Это вроде бы все новые такие вещи, но благодаря непосредственно им нам удается сегодня на самом деле в этих направлениях оставаться лидерами в нашей стране. Конечно, это наши олимпийские чемпионы и паралимпийские чемпионы, которые завоевывают медали. Да. В прошлом году в тройку лучших вошел наш Семен Элистратов, да. Ну вот посмотрите, вот соревнования идут, да, день через день, золото за золотом. Он снова лучший, он продолжает быть лучшим. Вот, так и наш регион, да, вот на протяжении этих, по крайней мере, 7 лет мы всегда входим где-то в пятерку, где-то в тройку. Но, знаете, ведь рейтинги и цифры это не самое ведь главное, да. Очень важно, чтобы это чувствовали то, что больше внимания уделяется нашей спортивной жизни, должны это чувствовать жители республики, должны это чувствовать наши спортсмены, тренеры, федерации. Вот мы на днях будем проводить и подведение итогов и по отрасли, значит, спорта, и будем опять награждать. Ну и, конечно же, количество наград, я хочу сказать, что с каждым годом оно растет, а значит, это и результаты нашей работы, безусловно, да. И вот в теме спорта еще очень важны, безусловно, как говорит наш глава республики, счет на табло. И еще раз говорю, вот счет на табло еще раз говорит, что быть лучшим регионом, это, ну опять же, давайте, коли мы о Семене Элистратове, да, говорим, Семен же как говорит, Руслан Тагирович, вот только, значит, на пьедестале наградили, говорит, только снял, вот спустился, снял награду и забыл. Вот я хочу сказать, что мы тоже, вот как только пробьет, значит, новогодняя ночь, да, куранты кремлевские, да, и нашей республики, мы постараемся забыть все наши победы и будем работать уже на новые результаты и будем стараться, еще раз, самое главное, работать для людей. И хотелось бы предложить и в завершении интервью еще одну важную тему затронуть, тему ДСАФ, тем более вы сами выходите из ДСАФ. Расскажите о готовности региона включиться в процесс трансформации ДСАФ. Вот какая работа уже проделана и что еще предстоит? Очень важно отметить, что вообще у ДСАФа республики, вообще у ДСАФа нашей страны очень серьезные всегда были успехи и традиции. Как в спорте, так и в патриотическом, военно-патриотическом воспитании. Да? На самом деле мне посчастливилось в 90-е годы, там 89-й, 90-й год, как раз непосредственно быть курсантом нашего центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гореева. Мне там удалось прыгать с парашютами, летать на вертолетах, на самолетах. И это во многом, безусловно, меня сформировало. И в военное училище, поступая уже вне конкурса, потому что имея определенный налет, имея определенные уже успехи в этом плане, конечно, это во многом сформировало меня как гражданина, будущего офицера, да, и на самом деле человека, который сегодня вот говорит о том, что защита Отечества есть священный долг каждого гражданина. И очень важно, конечно, сегодня, чтобы система ДСАФ запустилась, и все лучшие традиции вот, были нашего большой страны, Советского Союза, использованы в этом направлении. Поэтому сегодня глава республики подписал соглашение с руководителем ДСАФ России. Да. Сегодня мы создаем дом ДСАФ на базе вот бульвара Славы 6, где находится
основное у нас подразделение ДСАФ республики, да, открывая там возможности для наших спортивных федераций. Еще раз говоря о том, что сегодня, конечно, патриотическое воспитание и создание вот возможностей и условий для наших ребят готовиться, ведь служить и защищать Родину надо обязательно уметь. А чтобы уметь, надо готовить. А чтобы готовить, надо эти условия создать. И эти условия мы, республика, и ДСАФ Республики Башкортостан, эти условия будут создавать. И вот много сделано, еще больше нужно сделать. Мы на этом закончим, завершим. И я напомню нашим зрителям, что мы разговаривали о мерах поддержки ветеранов спецоперации и их семей, а также о развитии спорта в регионе. Это была программа «Интервью». Будьте здоровы и смотрите БСТ.